هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسيد العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد, иншаллах рахман, продолжим изучать похоронный обряд в исламе с помощью Аллаха. Человек, который находится при смерти, необходимо, желательно, чтобы у этого человека было завещание, чтобы человек имел завещание. И чтобы человек, когда к нему приближается смерть, чувствует приближение смерти, чтобы человек имел хорошее мнение о Всевышнем Аллахе, что Всевышний Аллах, иншаллах рахман, простит ему его грехи. Потому что посланник Аллаха, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в священном хадисе говорит: «Ля ямутанна ахадукум илля ва хуа юхсину занна биллах». Пусть из вас не умирает никто, кроме как имея хорошее мнение о Всевышнем Аллахе, то есть имея надежду на прощение от Всевышнего Аллаха. Хадис передает имам Муслим. Также схожий хадис передает имам Абу Дауд. То есть у человека в сердце должно быть два чувства. Это страх перед Всевышним Аллахом, что Аллах не простит ему его грехи, накажет его за его злодеяние, за его упущение. Но в то же время, каким бы он праведным не был, конечно, но в то же время, каким бы он грешным не был, у человека на сердце должна быть надежда на то, что Всевышний Аллах простит его грехи, надеяться на милость и прощение Всевышнего Аллаха. Анас ибн Малик, радиаллаху анху, сподвижник посланника Аллаха, алейхи салату вассалям, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, однажды пришел к юноше, который был при смерти, и спросил: каково твое состояние? Тот ответил: о посланник Аллаха, клянусь Аллахом, ко мне приблизилась смерть, и я надеюсь на прощение от Всевышнего Аллаха, и у меня есть страх перед Всевышним Аллахом за свои грехи. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: непременно, поистине тот человек, у которого в сердце находится между двух этих состояний, то есть между страхом и между надеждой, то Аллах даст ему на то, что он надеется, и Аллах его отдалит от того, чего он боится. Хадис передал имам Тирмизи, Ибн Маджах и другие. Желательно, чтобы человек, который находится при смерти, чувствуя приближение смерти, чувствуя силу болезни своей, чтобы он проявлял в это время терпение, чтобы много не жаловался окружающим, не жаловался Всевышнему: за что ты меня так наказываешь, почему такая болезнь и так далее, чтобы такие слова не высказывал в адрес Всевышнего. И также, чтобы он не жаловался, все время не проявлял такое нетерпение по отношению к окружающим, чтобы их тоже он не мучил, они тоже, чтобы не уставали от него. Вот должен проявлять, конечно же, терпение. Но и с другой стороны, конечно же, ему желательно просить Всевышнего Аллаха, делать дуа. Проявлять терпение, это не означает, чтобы он вел себя таким образом, допустим, говорит: какие хочешь болезни, не спасай на меня, какие хочешь азабом, испытывай меня, Всевышний, я все могу терпеть, показать, что он такой сильный, крепкий, что он может любую муку перенести. Такие вещи тоже, конечно, не надо. Надо проявлять, показывать свою немощь перед Всевышним Аллахом. Аллах может такую болезнь послать, что он не сможет его терпеть, что он будет кричать и выть от этой боли. Вот такая чрезмерная глупая храбрость, глупая, смелость тоже не должна быть. Мы не в силах вытерпеть мучения от Всевышнего Аллаха, те болезни, которые он может не спаслать на нас. Поэтому должно быть такое терпение и такое желание к Аллаху Всевышнему Субхану Тааля, чтобы он облегчил боль, но с другой стороны, это не должно быть выглядеть, как будто он жалуется все время. Между двумя этими состояниями должен быть. Также, если человек болеет, конечно, шариат не запрещает человеку обращаться к врачу. Если у него есть такое терпение, есть некоторые ученые, которые говорят, если человек настолько уровень его высок, настолько надеется он только на Всевышнего Аллаха, то ему желательно надеяться только на Всевышнего Аллаха и не обращаться к врачам.
но это уровень великих святых, великих алимов, шейхов, великих людей. А таким людям обычно даже желательнее более обращаться к врачу. Бывает такое тоже, что человек не обращается к врачу, думает, я сам вот так вот вытерплю это, а потом из-за чрезмерной боли, в конце концов, он обращается к врачу, не вытерпев это. Поэтому обращаться к врачам нету запрета, обращаться к неверующему врачу тоже в исламе не запрещено. Но есть такой момент, если когда дают лекарство или применяют такое лекарство, которое является по шариату запретным, допустим, используют спирт, допустим, к примеру, если неверующий врач говорит, что лечение его болезни именно через спирт, то вот неверующий врач его вот это слово не принимается. И вот использовать лекарство таким образом не дозволяется. Для этого должен быть врач, именно врачи, двое врачей должны быть мусульманами, которым можно доверять. И, конечно же, человеку, когда приближается к нему смерть, и тем более, когда человек болеет, желательно нам, тем, которые не болеют, посещать его, находиться рядом с ним. Потому что посещать больного, хадисы переданным Абу Даудом, Аль-Хакимом, говорится, что Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху передает слова посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, в которых говорится, когда человек ночью уходит с намерением посетить больного, вместе с ним выходит в путь 70 тысяч ангелов, которые просят прощения его грехов до самого утра этого посетителя. И также, если человек утром вышел с целью, чтобы посетить больного, вот эти 70 тысяч ангелов просят прощения грехов этого человека, который вышел с намерением посетить больного. Также человеку, который болеет болезнью, предсмертной болезнью, желательно усердствовать в совершении благих деяний, в совершении намазов, соблюдать свою личную гигиену, чистоту, очищаться от наджасов и не пропускать намазы. Бывает, человек какая-то маленькая болезнь его коснется, он уже начинает спрашивать, звонит имамов спрашивает, окружающих спрашивают, можно ли мне намаз пропускать, как-то хочет уйти от этой обязанности. Наоборот, надо еще больше проявлять усердие в поклонении Всевышнему Аллаху. Если не может совершать намаз полноценно так, как его совершает здоровый человек, стоя и так далее, то есть же формы совершения намазов, сидя, лежа и так далее. Но как бы то ни было, пока рассудок присутствует, человек не имеет права пропускать намазы. И остальным повелением Всевышнего Аллаха побольше читать зикр, находиться в омовении и так далее, и так далее. Тем более желательно, когда чувствует, что приближается смерть, чтобы последние его деяния были праведными, хорошими. Нельзя относиться к этому времени, вот это время, промежуток, конец твоей жизни, чтобы провести его пренебрежительно, относясь к повелению Всевышнего Аллаха. Проявление такой пренебрежительности, значит, это будет со стороны человека большим упущением. Также желательно мусульманину, находящимся при смерти, чтобы он, как мы говорили ранее, чтобы он имел завещание, конечно, также, чтобы он и языком, словами, чтобы говорил людям, чтобы они не совершали недостойных шариата деяния, то есть запретные по шариату деяния, чтобы они не причитали, не рыдали там неподобающим образом, не вели себя неподобающим образом, чтобы они соблюдали шариат после его смерти, чтобы они поклонялись Всевышнему Аллаху, чтобы они не совершали те деяния, которые присущи бывают каким-то обычаям, адатам, которые противоречат шариату и не имеют к исламу никакого отношения. Людям же, которые посещают больного, у которого выявились предсмертные признаки, тем более уже человек приблизился уже к смерти, видно, что человек уже, значит, уже издает какие-то определенные звуки или определенным образом себя ведет, его тело обмякло, есть признак уже приближения смерти, желательно вежливо и ненавязчиво напомнить ему о таубу, о покаянии. Не стоит отдельный разговор с ним об этом делать, как-то отдельный разговор заводить об этом. Просто можно по ходу разговора, когда мы разговариваем с человеком, аккуратно и вежливо напомнить о том, что или просто такой разговор вставить между разговором,
такую фразу, такое предложение вставить о том, что таубу Всевышний Аллах принимает, раскаявшийся перед Аллахом является чистым перед Аллахом и так далее. Вот напомнить ему о покаянии, также желательно вежливо, как-то ненавязчиво, как-то между делом напомнить также ему о завещании. Желательно тем, которые присутствуют рядом с умирающим, напомнить ему о прощении Всевышнего Аллаха, дать ему, увеличить его надежду на то, что Аллах простит его грехи. Бывает, люди присутствуют рядом с умирающим, какие-то субъективные, какие-то непонятные разговоры бывают, которые никакого отношения как бы к праведности не имеют, никакого отношения не имеют как бы отношения к жалости, к этому умирающему. Какие-то разговоры бывают, далекие разговоры. Не говорит вот такими разговорами, а говорит о благом. Напоминает о том, что человек уже находится при смерти, это очень тяжелый момент. И говорит ему о том, что Аллах, иншаллах, тебе простит. Аллах любит своих рабов, Аллах прощает своих рабов. Ты тоже один из рабов Аллаха, тем более ты мусульманин, который совершал намазы, постился, старался на пути Аллаха. Но если, к сожалению, человек был не таков, то есть не совершал намазы и так далее, тем не менее, если мусульманин, сказать ему: «Альхамдулиллах, ты верил всегда в единого Всевышнего Аллаха, ты по мере возможности старался творить благое и хорошее, поэтому, иншаллах рахман, Аллах тебя простит». Вот как бы, чтобы его мнение о Всевышнем Аллахе у этого умирающего было хорошее, вот способствует этому желательно нам, находясь рядом с ним. Также желательно говорить рядом с умирающим, разговоры вести о праведных людях, о шейхах, о алимах, о сподвижниках, радаллаху анхум, о пророке, алейхиссалату вассалям, вот вести праведные разговоры. Человек уже, который приблизился к смерти, болеет болезнью, желательно также следующий момент, это читать суру Аль-Ихляс, которую в народе у нас называют Кульху. Имам Куртуби приводит в своей книге хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказано, что кто 3 раза прочтет суру Аль-Ихляс при своей предсмертной болезни, будет избавлен от мук наказания в могиле. В судный день тоже ангелы его через мост Сират перенесут его на своих руках, говорится. Поэтому человек, бывает такой момент, он может сказать: откуда я знаю, может, этой болезнью умру я или останусь. Поэтому человек заболел, чувствует недомогание, от любой болезни может человек умереть. Поэтому при каждой болезни лучше читать нам суру Аль-Ихляс и надеяться на милость и прощение Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что в книгах говорится, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, в хадисах тоже это передает нам, говорится, что если человек даже умрет после чтения этих сур от этой болезни, но не прямо в этот момент, а через какое-то определенное время, наступает смерть не сразу после чтения этих сур, а болезнь продолжалась долго, он потом умирает. Тем не менее, вот этот человек получит вот это вознаграждение за то, что читал суру Аль-Ихляс. Желательно мы попеременно говорим, как вести себя умирающему и как вести себя тем, которые находятся рядом с тем, кто приблизился к смерти. Родственники же, находясь рядом с умирающим, должны проявлять к нему милосердие, проявлять к нему терпение, не совершать недостойные деяния. Иногда мы видим, человек умирающий просит воды, часто и часто ему хочется воды. Вот человек, который дает ему воду, уже показывает то, что он устал, типа как что-то мне уже надоел и так далее. Бывает, конечно, больной человек может жаловаться, эти как бы кричат на него. Бывает так, что человек просит что-то, может быть, это то, что-то принеси, что-то сделайте, куда-то пойдите там. Может быть, на самом деле это не имеет какого-то отношения, может, это такое деяние, которое особо, может, и не стоит совершать, допустим. Тем не менее, из-за этого на него кричат, выкрики какие-то на него делают. Вот такие моменты тоже мы иногда наблюдаем. Нельзя, этот человек находится в таком состоянии, тяжелом состоянии, ему тяжело, и надо понимать его состояние, проявлять к нему милосердие. И очень важный момент, хотелось бы напомнить, когда человек находится при смерти, мусульманин, к нему приходит ангел милости, и человек, когда у него забирают душу, то
его душа легче отделяется, когда присутствует ангел милости, который готов взять его душу и вознести эту душу, то в это время, когда если в этом помещении находятся женщины с непокрытой головой, как мы знаем по шариату, и из жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в месте, где находятся женщины с непокрытой головой, если выглядывают хоть один волос, туда ангелы милости не приходят. Поэтому очень нужно быть в этом вопросе, дорогие братья, особенно сестры, быть внимательными. Человек умирает, у женщин не то что волосы головы, даже я сказал бы, тело бывает открытым, находится рядом с умирающим. Этим самым мы мешаем умереть в легкой смертью, умереть в имане, и от которого зависит вечное счастье этого нашего родственника. Мы этому мешаем, получается. Мешаем этому, мешают наши сестры, мешает родная дочь этого человека, мешает родная сестра этого человека, мать этого человека, или же его жена, или другие приближенные женщины, родственницы, которые вроде бы желают ему хорошего, но от того, что они не соблюдают шариат, их безбаракатность касается и этого умирающего. Также нежелательно, чтобы рядом с умирающим находились те люди, которые курят, у которых изо рта исходит неприятный запах. Вот из-за этого тоже ангелы не спускаются, не приходят в это место. Нам алимы, ученые говорят об этом. И курящих таких людей, женщин, которые не подобающе одеты, их выводят из этой комнаты, чтобы человек это не испытал муки, или же они одеты, как положено, приходят туда. И как же быть в том случае, если человек, который курит, присутствующий рядом, человек, его-то можно вывести. А если тот, который умирающий, если сам курильщик, то получается выводить-то некого. И вот этот момент, конечно, тоже надо нам учитывать и отстраниться от курения. Пусть Аллах нам поможет, пусть Аллах даст нам смерть в имане, пусть Аллах даст нам сабабы, причины, которые приближают нас к смерти в имане, чтобы Аллах дал нам вот эти сабабы, возможности, чтобы мы их придерживались. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.